Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день мне предложено высказаться по теме состояния рынка жилья, как вторичного, так и первичного, на сегодняшний день и перспектив на ближайшую перспективу. Все-таки есть такое мнение, что что-либо прогнозировать всегда очень сложно, особенно в сложной экономической ситуации, в которой сейчас и находится непосредственно вся экономика Российской Федерации. И поскольку мы большая ее часть данной экономики, то на нас она тоже влияет. Итак, мое мнение, что есть на сегодняшний день с рынком. Действительно, на сегодняшний день присутствует экономический кризис, который, к сожалению, вызван абсолютно не экономическими проблемами, а проблемами политического характера. Дестабилизация, война на Украине, присоединение к России Крыма, экономические санкции, война в Сирии и весь этот пинг-понг по санкциям, вводят санкции нам, в ответ мы отвечаем санкциями, и естественно, что, конечно, это все спровоцировало экономический кризис. Он не может не отразиться на состоянии основного и реального сектора экономики, строительства жилья, а строительство жилья также связано и с вторичным рынком. Так что же у нас происходит на рынке жилья на сегодняшний день в республике? Наблюдается некоторое снижение, даже не некоторое, а существенное снижение в сегменте вторичного рынка жилья, поскольку кризис уже длится более года, и, соответственно, люди, которые продают жилье, особенно это связано со срочными продажами, они, конечно, существенно цены на квартиры свои снизили. Но большая часть рынка все-таки замерла и заняла выжидательную позицию. Большинство собственников жилья, особенно вторичного, приняли решение на сегодняшний день не предлагать свои квартиры на продажу, а придержать до лучших времен. Потому что есть также экономическое понятие, что в период кризиса все-таки находиться лучше с товаром, чем с деньгами. Тем более, что с этими деньгами делать неизвестно, инфляция и тому подобное. Поэтому, как я уже сказал, все-таки на вторичном рынке некоторое снижение цены квадратных метров присутствует, но не такое большое, как на общероссийском рынке, потому что здесь мы немножко, у нас ситуация получше. Что происходит с первичным рынком жилья? На рынке на сегодняшний день только в городе Якутске ведет строительство жилья порядка 47 компаний. По концу, на декабрь месяц, по данным Госстройнадзора, порядка 9 застройщиков находилось на просрочке ввода в эксплуатацию. Остальные все ввели в эксплуатацию жилье, и республика по прошлому году выполнила и перевыполнила план по вводу жилья первичного в эксплуатацию. Естественно, что в связи с этим у многих возникает опасения, а что же будет с рынком, а не обанкротятся ли строительные компании, насколько еще будет снижение, потому что сейчас фактически первичный рынок тоже, к сожалению, как и на вторичном рынке, присутствует такая проблема. Потенциальные покупатели откладывают решение своего жилищного вопроса и не принимают решения по приобретению квартир на первичном рынке сегодня с ожиданиями снижения стоимости квадратного метра жилья. Для этого нужно все-таки, наверное, тоже подумать, снижаться рынок. Вот если будет существенное снижение, то тогда действительно реально будет достаточно большое количество компаний строительных обанкротиться. По одной простой причине, потому что 95% строительных компаний – это предприятия малого бизнеса, имеющие мало финансовых средств в обороте и вынуждены кредитоваться через банки. Банки в период кризиса, к сожалению, наши тоже всегда увеличивают процентные ставки. И мало того, доступность на кредитный рынок снижается, потому что банки ограничивают данную доступность, не желая нести риски недостроя и ввода в эксплуатацию объектов. Поэтому, вот, представьте, 95% это малое предприятие. Соответственно, они не могут до бесконечности снижать цены, либо же на весь объем своей продукции снижаться, потому что в этом случае действительно их неминуемо ждет банкротство. Поэтому я не предполагаю, что будет очень существенное снижение стоимости квадратного метра. Почему, я уже сказал. То есть экономика, есть ценообразование.
Тем не менее, конечно, строительные компании тоже на определенную категорию и малую долю своих объектов проводят акции по снижению стоимости квадратного метра. Как правило, это касается объектов, которые малобюджетные, как правило, это касается объектов, которые малоликвидные, на верхних этажах и крупных площадей и тому подобное. В целом, все-таки, поскольку наблюдается уже в течение года отложенный спрос, то это вечно любой кризис продолжаться не может. Государство в этом отношении все-таки, используя опыт 2008 года кризиса, приняло определенные меры, они своевременные и правильные, по недопущению спада данного сектора экономики, поскольку тем более строительная отрасль это является реальным сектором экономики. Это не виртуальный рынок, как на бирже, это реальный сектор экономики, который складывается из массы производств, материалов, цемента, энергоресурсов и тому подобное. Поэтому государство приняло своевременно правильные, четкие меры по поддержанию сектора экономики. У нас никогда до кризисного момента не было таких процентных ставок по ипотеке. На сегодняшний день минимальная процентная ставка по ипотеке по господдержке составляет 10,4%. Правда, эта программа заканчивается в апреле 2016 года, но тем не менее правительство Российской Федерации уже заявило, что будут также предложены иные методы поддержки компаний строительного сектора. Потому что государство ни в коей степени не допустит остановки данного сектора экономики, потому что, да, это уже будет лавинообразный кризис, и последствия от него будут крайне тяжелыми, поскольку все-таки это связано и с реальным сектором экономики, а также и напрямую с гражданами Российской Федерации. Поэтому я не стал бы сгущать краски и сильно переживать по этому вопросу. А тем не менее, если такое случится, кто-то не дойдет до финиша, то ему государство поможет. Тем более уже есть примеры того же кризиса 2008 года. И Федеральное агентство ИЖК принимало продукты и меры по перекредитованию тех заемщиков и граждан, которые взяли ипотечные кредиты и не смогли в силу сложившейся жизненной ситуации расплатиться по своим долгам. Им были предложены рассрочки, им предложено было перекредитование, снижение процентной ставки и тому подобное. Поэтому все эти меры, они сегодня государством применяются своевременно, и их набор и перечень, я думаю, будет расширяться, если кризис будет усугубляться. Также многие спрашивают, тогда как поступать на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день это для граждан это самое выгодное время приобретать жилье, поскольку, как я уже сказал, и есть некоторая остановка по цене квадратных метров, хотя это не касается жилья, которое носит высокие потребительские свойства. Здесь, наоборот, мы наблюдаем рост. И на сегодняшний день уже цены есть на рынке и по 85 тысяч квадратных метров, и по 95 тысяч квадратных метров без отделки. А средняя цена на сегодня это 70-75 тысяч метров квадратный без отделки, серый ключ. Поэтому в этих условиях это идеальные условия и по процентам, и по стоимости для того, чтобы, наоборот, решать именно свой жилищный вопрос. Потому что, когда кризис закончится, никто не знает, но как только он закончится, я вас уверяю, цена квадратного метра очень сильно вырастет по одной простой причине. Поскольку все-таки тот огромный, накопленный, отложенный спрос населения на квартиры, он выплеснется наружу, и люди будут покупать. Соответственно, строители будут компенсировать свои потери, будут закладывать новые затраты, и рост неминуем. Это так было, есть и будет. А любой экономический кризис, он всегда носит цикличный характер, волнообразный. Мне трудно судить, на каком стадии мы находимся, но тем не менее вечных кризисов не бывает. Большое спасибо за внимание. Может быть, я кого-то успокою, может, кого-то обнадежу, может, кого-то я, наоборот, напугал, не было такой цели. Я высказал лично свое экспертное мнение, поскольку занимаюсь данным вопросом более 20 лет и возглавляю компанию, которая на этом рынке присутствует. Большое спасибо за внимание.